Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар. Бүгін біз Тараз қаласына келіп отырмыз. Бұл қалаға келу себебіміз облыстық тері венерология диспансерінің ұйымдастыруымен 12-ші ғылыми және білім беру дерматологтардың форумы өтіп жатыр. Бұл форумға қатысу себебіміз ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология компаниясының өнімі розофунген АС жақпа майы туралы. Бұл осы диспансердің мамандары осы жақпа майды қолданғанына 2 жылдың көлемінде болды. Сол қолдану мәселесінің жаңағы нәтижелерін, қалай қолданғандарын соны осы форумда баяндайды. Сондықтан біз өндірушілер ретінде осы форумға қатысуды жөн көрдік. Және де оған қоса осы Қазақстанның барлық облыстардан келіп жатқан дерматологтар бар. Солардың да осы өзіміздің розофунген АС жақпа майы туралы пікірлерін білгіміз келді. Сонымен қатар білмеген жаңағы басқа дәрігерлерге өзіміздің өнімді таныстыру мақсатында жөн көрдік. Дерматовенеролог высшей категории, зав. Стационарного отделения Жамбылской ОЭКВД Жамбылской области. Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Результаты исследования терапевтической эффективности и безопасности противогрибковой мази розофунген АС». Грибковые инфекции кожи являются одной из актуальных медицинских проблем, и примерно 20% населения нашей планеты, что составляет 1/5 часть, страдает от данного недуга. В Казахстане данная проблема стоит не менее остро, чем в других странах мира, потому что каждый 4-й казахстанец также сталкивается с этой проблемой. Итак, микоза стоп. Одна из наиболее актуальных проблем в нашей специфике вследствие чрезвычайной распространенности этих заболеваний и по этиологической классификации микозы, которые вызываются трихофитом рубрум, и микозы, вызываемые трихофитом ментографитес интердигитали. Руброфития. В клинической картине руброфитии различают 5 основных форм. Это сквамозная, сквамозно-гиперкератотическая, интертригенозная, дисгидратическая форма и отдельно онихомикоз стоп. Итак, сквамозная форма. Данная форма характеризуется наличием шелушения на коже межпальцевых складок, подошв, ладоней, иногда с наличием мелких поверхностных трещин. В области боковых поверхностей подошв также могут наблюдаться явления десквамации. Сквамозно-гиперкератотическая форма, она проявляется очаговым диффузным утолщением рогового слоя, так называемое явление гиперкератоза, и обычно наблюдается на боковых и подошвенных поверхностях стоп, несущих наибольшую нагрузку. Пораженные участки кожи при данной форме имеют слабо выраженную воспалительную окраску и, как правило, покрыты муковидными или отрубевидными чешуйками. Измененная стопа может иметь вид подследника или индейского чулка, так называемый мокасиновый тип. Субъективно пациенты отмечают сухость кожи, болезненность в местах поражения, умеренный зуд. Межпальцевая форма или интригенозная. Клинически она сходна с опрелостью. Обычно поражаются межпальцевые складки между 3-м и 4-м, 4-м и 5-м пальцами стоп. Данный процесс характеризуется отечностью, мокнутием, мацерацией, гиперемией, и в ряде случаев мы можем отмечать пузырьковое высыпание. Пациенты также предъявляют жалобы на болезненность в очагах поражения, жжение и явление зуда. Дисгидратическая форма руброфитии, она проявляется
клинически пузырьками с толстой покрышкой. Излюбленная локализация – это свод стопы, также межпальцевые складки. Местами сливаясь, они образуют многокамерные пузыри, при вскрытии которых образуются глубокие эрозии. При развитии процесса присоединяется гиперемия, отечность, зуд кожи, и это придает данной разновидности дисгидратической формы сходство с острой дисгидратической экземой. Эпидермофития стоп – это микозы, вызываемые трихофитом ментографитис интердигитали. Данный грибковый процесс мало отличается от клиники руброфитий. Возбудитель характеризуется, вернее, обладает выраженным аллергизирующим действием, и у таких пациентов чаще возникают дисгидратические формы заболевания, которые сопровождаются вторичными высыпаниями, микидами. Возможно развитие отечности, обильной десквамации с образованием эрозии язв с присоединением вторичной грамм-отрицательной флоры. Такой процесс нередко сопровождается региональными лимфоаденитами, лимфоангитами и общими симптомами недомогания, такие как лихорадка, общая слабость. На сегодняшний день проблема терапии больных микозом по-прежнему требует пристального внимания, потому что вы сами знаете, что очень часто рецидивы, порой отсутствует клинический микологический эффект и возникает ряд нежелательных побочных явлений. Лечение микозов гладкой кожи стоп и других локализаций, как правило, чаще всего проводится лекарственными средствами для наружного применения. Лекарственные средства назначают от выраженности воспалительных явлений, шелушения и явлений кератоза. Последовательность и тактика назначения наружной терапии зависят от конкретной клинической формы микозов. Но островоспалительные формы требуют назначения гелей и растворов, подострые формы – это крема, и хронические формы – мазевое лечение. Целью нашего исследования являлось изучение особенностей применения, сравнительная характеристика эффективности наружного лечения препаратов терфалина, действующее вещество тербинофин, и розиофунгина АС, действующее вещество розиофунгин в терапии микозов, в зависимости от клинической формы поражения. Тербинофины. Тербинофины класса лиламинов. Мы с вами знаем, что они оказывают действие фунгистатическое инвиво и фунгицидное инвитро, которое обусловлено ингибированием грибковой эпоксидазы и биосинтеза эргостерола. При наружном применении тербинофин оказывает выраженное фунгицидное действие, и противовоспалительный эффект сравним с клиническим эффектом 1% мази гидрокортизона. Есть также указание на наличие у наружных препаратов тербинофина определенной антибактериальной активности. Розиофунгин АС. Это новый, отечественный, оригинальный противогрибковый препарат, мазь 2% для лечения микозов кожи. Данный препарат применяют при грибковых поражениях стоп и в гладкой коже тела различной локализации. Благодаря большому числу сопряженных двойных связей обладает высокой тропностью к стироловым образованиям клеточной мембраны грибов. Связываясь с ними, индуцируется проницаемость мембраны, что в свою очередь приводит к лизису клетки грибка. Механизм действия розиофунгина. Лекарственной субстанцией препарата является полиеновый антибиотик, который подавляет рост 39 возбудителей поверхностных и глубоких микозов. Достоинством препарата розиофунгин АС является оригинальность лекарственной субстанции, новизна лекарственного препарата, широкий спектр противогрибкового действия, отсутствие устойчивых форм возбудителей грибковых инфекций, высокая эффективность лечения и краткий курс в лечении. Новый противогрибковый препарат розиофунгин АС, 2% мазь, успешно прошел первую, вторую, третью фазы клинических испытаний, продемонстрировав отсутствие токсичности и 100% терапевтическую эффективность в лечении противогрибковых поражений кожи различной этиологии.
Лекарственный препарат Розиофунгин АС официально зарегистрирован в Казахстане в 2017 году, включен в Государственный реестр лекарственных препаратов и внесен в Казахстанский национальный лекарственный формуляр приказом министра здравоохранения за номером 931 от 25 апреля 2019 года. Также хочется отметить, что 6 декабря 2021 года указом президента Республики Казахстан была присуждена государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби авторскому коллективу, научно-производственному центру микробиологии и вирусологии во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, академиком Садановым Амангельды Курбанулы за работу на тему разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата Розиофунгин АС. Под наблюдением у нас находилось 10 больных, среди них 4 женщины и 6 мужчин. Возраст пациентов варьировал от 18 до 42 лет. Данное заболевание составляло от 3 месяцев до года. Клинический диагноз микоза был подтвержден лабораторно, был обнаружен мицелий грибка. В 5 случаях был выполнен БАК-посев патологического материала на диагностическую среду СОБРО. И в 3% мы получили результаты трихофитон рубрум и в 15% трихофитом интердигитали. К сожалению, у 5 пациентов при бактериологическом исследовании роста флоры не выявлено. Какую мы применяли методику? Мы разделили пациентов на 2 группы по 5 человек. И в первой группе пациентов мы назначали 2% мазь Розиофунгин АС 2 раза в день, 21 день. И второй группе исследуемых мы назначали крем терфалин, тоже 2 раза в день, 21 день. Системную терапию мы не назначали. По истечении срока лечения, через 21 день, те пациенты первой группы, которые находились на лечении 2% мазью Розиофунгин АС, у них наступило выздоровление, и при контрольном взятии анализа на грибок был не обнаружен. На фоне лечения на 14-й день пациенты отмечали отсутствие субъективных и объективных жалоб. И, соответственно, к 21 дню мы отмечали клиническое выздоровление, что было подтверждено, как было сказано ранее, лабораторно. У второй группы пациентов, которым был назначен терфалин, к сожалению, через 21 день в ходе контрольного обследования был обнаружен мицелий грибка. И для того, чтобы добиться терапевтического эффекта, мы назначили терфалин, таблетированную форму по 1 таблетке 1 раз в день 7 дней. И спустя только через последующие 7 дней комбинированной терапии мы добились выраженного терапевтического эффекта. При лабораторном исследовании грибок был не найден. Но здесь вашему вниманию представлены фотографии испытуемых. Это пациенты, которые находились, которым назначался розиофунгин на лечение розиофунгином. Здесь также был применен розиофунгин. Здесь пациентка находилась на лечении терфалином, но в итоге потом мы назначали еще терфалин вовнутрь. Итак, по результатам лечения Розиофунгин АС 2% мазь для наружного применения является эффективным антимикотическим средством, клиника микологическая эффективность которого в терапии микозов СТОП составляет 99,1%. По отзывам пациентов побочных явлений не возникало при применении мази Розиофунгин, тогда как при использовании другой группы пациентов крема терфалин терапевтический эффект не отмечался. Он был достигнут после назначения терапии вовнутрь.
Розифунгин АС, мазь 2%, проявила эффективность при лечении грибковых инфекций. Как было сказано ранее, данный препарат эффективен в отношении 39 возбудителей грибковых поражений кожи. И при использовании препарата Розифунгин АС пациенты отмечают действительно простоту и удобство применения, отсутствие неприятных запахов. Это очень важно для наружной терапии, особенно в условиях амбулаторного лечения. Ну и нам, коллеги, надо не забывать, что лечение микозов нужно проводить в строгом соответствии с клинической формой. И после купирования микотических процессов нужно назначать смягчающие, регенерирующие крема, дабы не допускать формирования плотных сухих коркочешуек, так как они травмируют тонкий регенерирующий эпидермис и вызывают болезненность. Спасибо за внимание.